Название салата она сказала, и я до сих пор еще улыбаюсь. 2 яйца, мой генерал. И будет после салата, а чикимбамбурики будет до. Я так люблю из кинофильма «Весна на Заречной улице». Я могу говорить бесконечно. Кому-то в семье надо, наверное, говорить тоже. Нет. И трясете сильно вот эту банку. Генерал-то у нас с одним яйцом получается. Да. Свои-то потерял, свой колокольчик. Вот теперь и... Мне так неудобно. Типа, вот это муж, блин, елку принес, не умеет даже елку принести. Только на месте Маши я, наверное, давно бы уже чукнул. Дринь-дринь. Дринь-дринь. Всем привет, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Сегодня, видите, я в кадре сегодня. Маша, а что ты улыбаешься? Поздороваемся со всеми. Ну, всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы опять также на кухне. И сегодня я собираюсь сделать, ну, сейчас же Новый год приближается. И хочу сделать салат. Салат по имени Генерал. Мой генерал. Мой генерал, говорит Маша, мне она как название сказала, мой генерал так и называется, что ли? Ну, или генерал? можно генерал, но я добавила. Она говорит, мой генерал. Мне как название салата она сказала, я до сих пор еще улыбаюсь, и мне не терпится увидеть этого генерала. Но на день рождения мужа я как бы сделала этот салат, он попробовал, Да, ему понравилось. Салат вкусный, да. Вот. И вот сегодня решила этот салатик сделать. Да, и может кому-то действительно там пригодится. Новогодние праздники же длинные, там не только оливье будете кушать. Может вот этот салат тоже пригодится, потому что он очень простой. Ну, все время делаем сельдь под шубой. Но это получается у нас не селедка под шубой, а мясо. Свиное мясо вот буду класть вместо селедки. И потом также идут морковь, свекла, яйца. Вот. И получается, что этот салат, название называется «Генерал». Я вот не знаю почему, откуда генерал. Ну, это, наверное, уже кто-то сам сочиняет. Но Маша еще добавила, говорит, мой генерал. Вот это да. Ну, вот я смотрю на стол, да, и морковка, свекла, там ничего сложного, вообще просто и 2 яйца, мой генерал. Морковка, 2 яйца. Да. Может это из этого мой генерал. Ладно, не будем там ничего это самое такого говорить, но смешно я не могу, улыбаюсь, короче. И это самое. Свекла, морковка отваренная. Вот я это добавлю. Мясо тоже отварили, яйца отварные, Да. и сыр. Ну и еще чеснок. Ну это я буду класть уже в мясо. Да, и очень вкусно. Ну, давай не будем уже тянуть. И начинай, показывай, что будешь делать. Ну, сначала первым я делом. буду, значит, резать мясо на мелкие куски. Мясо у нас свинина, друзья. Ну, Свинина. мы часто пользуемся. Да. Берем, варим свинину. Ты так сейчас режешь это мясо, мне кушать это мясо хочется. Просто взять и это мясо кушать. Но я буду резать мелко. Угу. Да, друзья, предновогодняя, так сказать, суета начинается. Или уже началась. И это ведь самый смак новогодних праздников ведь и есть. Потому что, ну, Новый год. Раз, бум-бум-бум-бум-бум, 12 раз, и все, уже Новый год. А до этого вот эта суета, ходьба по магазинам, купить подарочки там родным, близким. И еще что-то, ожидание чего-то нового, ну, лучшего в следующем году. Волшебства какое-то, воздуха же витает вот это волшебство новогоднее. Все равно вы можете сказать, да, Новогодний год что-то уже даже на Новый год не похож. Многие, я уверен, многие так скажут. Но все равно в душе где-то
закоулках души остается такой момент, что все равно ждешь этого Нового года и ждешь лучшего, что-то сказочного, вдруг волшебное что-то случится. Надеемся и мы, и, думаю, многие зрители в душе все равно надеются на что-то, на исполнение каких-то желаний, которые они загадают. Однозначно на Новый год загадаете. И мы тоже загадаем с Машей. Вот. Вот так Маша мелкими кусочками режет мясо. Но я это мясо сейчас так хочу попробовать. Я люблю, вот знаете, как мясо, когда Маша приготовит, я люблю его. Она горячая. Нет, сейчас я на камеру не буду. Маша уже поняла, я потом и разговаривать не смогу. А знаешь как, соль окунаешь, и это мясо, оно сильно соленое, но такое вкусное. Вот я сейчас жую, вот Маша мне. Вот я беззубым ртом сейчас вот это мясо буду жевать на камеру. Но оно вкусное. Друзья мои. Вот Маша уже практически заканчивает резать этот салат. Ой, не салат, а мясо. Мясо такое вкусное, нежное. Отварено до состояния тушенки, так сказать. Так, сюда потом я сейчас чеснок надавлю. Сразу в это мясо, да? Да. Угу. Сразу положила Маша чеснок. Ну, чеснок мы тоже любим. Ну, чтобы такой вкус чеснока, вот как идет в холодце. Он же вот так очень нежный, он не острый там, чеснок. Потому что его, ну, вот этот холодец, сам мясо, жир, там оно то все притупляет немножко. И получается он очень нежный так. Издалека отдает такой, освежает. Как бы. Вот такой вкус у чеснока, когда с мясом он. Сейчас это я в тарелку положу и майонезом заправлю. Это все в тарелочку. А, я думал, ты уже сразу сервировать будешь по слоям, а ты, оказывается... Вот и это... сейчас и буду сервировать по слоям. Сначала это все заправлю мясом и буду накладывать на блюдо. Делается, конечно, это очень быстро, но мы же разговариваем, мы же показываем. И получается, вот что это растянется немножко. Да ничего страшного. 2 раза в неделю-то можно с нами на кухне посидеть, поболтать. Тем более я сегодня в кадре, а то все время за камерой. Вот. Вот так, друзья. Ну сейчас ты майонезом сделала, так мне вообще его просто так вот так кушать даже. Вкусно выглядит вообще суперски. Ну не постное, конечно, блюдо это, ну что поделаешь. Сейчас, конечно, до Рождества пост, но Новый год все равно отмечаем. В этом году будем отмечать вдвоем. Да, да, точно. В этот год у нас Новый год. Остались мы вдвоем. Кто в гости поехал, кто в городе у нас в республике, кто за пределы республики уехал. Остались мы вдвоем. Ну да, ничего. Отпразднуем вдвоем. Рождество, надеюсь, будут все. Если все нормально будет, там не будет. Ой, вот смотрите, как Маша раскладывает сразу. У нас формы нету, она сразу аккуратненько раскладывает первый слой. Первый слой у нас мясо идет с майонезом, с чесноком. И так осторожно кружочки. Была, ну, конечно, если в форме, там, конечно, она классно, красиво смотрится. Но это тоже будет, это тоже будет классно и красиво, друзья. Это все будет чики-бамбурики. Чики-бамбурики. Как говорит один мой друг на ютубе. Будет все чики-бамбурики. Чики-пуки. Нет, не чики-пуки. Будет чики-бамбурики. Чики будет после салата, а чики-бамбурики будет до. Вот. Что, не так, что ли? Да.
Вот, один слой почти уже готов, так сказать. Так, мясо положили, сейчас сюда пойдет сыр. Сыр на терке или как? Да. На терке, да. Так, майонезом делаю, чтобы мясо было сочное. Ну, значит, мясо-то готово. Все, пошло дело до сыра, да. Тоже все очень просто. Натираем просто на этой, на терке. Вот. Вкратце, что мы там остановились-то на житейской теме-то? Новый год будем, значит, встречать вдвоем. И если все нормально будет у нас, там ничего, сюрпризов не будет, да, может даже и заснимем эту встречу Нового года, как вдвоем, может Маша мне песню исполнит. Я не умею петь. Я так люблю вот эту песня из кинофильма «Весна на Заречной улице». Я говорю, Маша хорошо поет, она просто стесняется. Я не умею петь. Она постоянно в кружках выступала, это самое и в школе, и после школы, наверное, еще. После школы еще После нет. школы дома. Все, тишина, это нельзя рассказывать. Так, все, друзья, и нас идет второй слой, вот так Маша раскладывает. Ну, не придавливая, там воздушно сыр раскладывает. Ну, не утрамбовывая, так сказать. Просто воздушно вот так сыр, протертый через терку, раскладывает. Надеюсь, там видно поближе, вот, которая камера снимает, надеюсь, показывает нормально. Просто я и не вижу, это как камера это снимает. Примерно ориентир есть, но как, точно не скажу. Будет известно при монтаже потом. Но название-то, да, точно. И я говорю, но она-то мне поет, так, но, говорит, на камеру не буду петь. А песня очень классная, весна, ну это, когда весна придет, не знаю. Прям вот за душу берет. Я вот такие песни прям обожаю. И Маше тоже нравится. Но это застольные песни, и думаю, не моей молодости эти песни, конечно, но все равно они вот остаются на века, что ли, эти песни. Потому что это жизненные песни, это молодость, это вспоминаешь это все, да, Маша? И в каком бы возрасте, в каком ты столетии не жил, но вот все равно же эти встречи, первые встречи, когда ты начинаешь встречаться там с девушкой, это все время, все на всю жизнь остается в памяти, это непередаваемые ощущения, так сказать, можно сказать. Ну вот, сыр-то закончили, теперь я вот, если честно, у меня рот-то не устанет. Вы думаете, что у меня рот устанет? Нет, рот не устанет, я могу говорить бесконечно. Маша, она не такая, она... Я люблю слушать. Да, она любит слушать, она скромница такая, она... Ну, может, оно и так, потому что молчание, есть поговорка такая, молчание золото давай. Может, она и права, но кому-то в семье надо, наверное, говорить тоже, нет? Вот у нас. И вот я сижу такой, я не знаю, кто меня впервые смотрит, они же, наверное, не знают, ну, про мою, ну, так, отклонения небольшие. И лучше бы, наверное, помог, ну, это самое жене-то, чем болтать. Кстати, на первых видео очень много там пишут. Когда там, помнишь, картошку-то с Лешей окучивали, и я это заснял. И там эти комментарии уходят в спам, потому что мне это надоело. И я там пару слов таких поставил, чтобы они сразу на проверку ко мне шли. И вот там очень много было. Меня чему только не учили. Учили дрова колоть. Говорит, что на коляске сидишь? Говорит, колун-то в руках держать может. Какой колун? Какой колун? У меня руки-то еще не отпали, да и то на ладно. Так, что-то ты моя место тоненько. А почему так тоненько? Так и надо, да? Ну, тоже. У генерала там слабенький. Но маска надо побольше, наверное, нет? Так, нормально. Все нормально, ну-ка.
Вот Так, дальше вот идем. выглядит. Дальше у нас идет морковка. Тоже через терку Да. пошла морковка через тоже терку. Но она отваренная, и это все очень быстро делается. Что хочу сказать. Некоторые сразу отбивают, делают салат, когда, например, ну, что-нибудь отварное. Ну вот, хочешь быстро салат сделать, да ведь, Маша? И раз, и надо отваривать. И как-то сразу резко желание пропадает. Иногда, когда на скорую руку надо делать. Но есть такой выход, как микроволновка, да ведь? Можно же, конечно, Да. микроволновка. Очень быстро. Пакетик засунули, немножко водички туда капнули, чтобы это самое, и жун, и готово. Посмотрели, ножом проткнули за секунду. Но это мы отваривали, это Маша поставила там в воде, отваривалась морковка. Вот. Все-таки, я не знаю, как вы смотрите на это, но микроволновка еда не такая, она не живая, что ли, получается, да? Это невкусно. Да, я не знаю почему, но... Сочности нету. Да. Что... да. Сохнет, наверное, это. И Нет, хоть ты же картошка, хоть ты же что. в пакет заворачиваешь Всё все равно. всё И, но все равно, даже чай не такой. Вот готовишь, например, или там что, можно плов приготовить в микроволновке. Раньше мы часто готовили, Маша, ты же очень, Но очень тогда часто и плов. микроволновка другая была. Там можно Не, все было равно и не это- то, все равно не то. Мультиварка лучше, чем в микроволновке, а на огне, на очаге, на казане лучше, чем в мультиварке. Вот так. В казане вообще все классно получается. В то лето не снимал я вообще казан. Казан на меня обиделся, наверное. Казан-то маленький еще купили. Но это домашний, я говорю про уличный, который. Ну, домашний надо Домашний. что-нибудь сделать. Ну что, картошку? Картошка с мясом в казане это блюдо всех национальностей. Это вещь. Или ребрышки там, или курицу, или просто мясо, говядину, чай, свинину. Без разницы. Это получается супер вкусно. Вот. Ну что там у нас, Маша? Уже разравнивает там второй слой. Ой, какой второй. Или морковный это второй слой Раз, получается. 2, 3, 4. Почему 4? Мясо, И сыр. морковка? Третий слой. А, третий слой, да, все. Третий слой идет. Сижу, значит, болтаю, я считать не считаю. Вот. Ну, уже появляется такая немножко уже ярко-оранжевая. А оранжевая это что? Оранжевая это тоже цвет новогодний, потому что мандарины оранжевые. И морковка придает Ну, такое немножко уже праздничное настроение. Посолю Да? морковку. Ну, это по вкусу, кому как. Угу. Так, дальше майонез. Опять майонез. Вот. Теперь момент такой уточню. Кто, ну, например, кто заходит чисто за рецептом, вы же можете раз пропустить такие моменты или посмотреть в составе, что будет. Потому что основная цель канала у нас все равно же это общение со зрителями, это показываем нашу деревню, а во время готовки с вами общаемся. Нам это приятно. Я не знаю, может действительно кто заходит чисто за рецептом, конечно это будет нудно, это все там шанги мы пекли 35 минут мы сможем. А там делов-то тук-тук-тук и готово. Вот. И, ну, если рецепт. А вот ну, у нас так получается. Ну, получается как получается, потому что предновогоднее видео у нас это будет уже. И мы хотим вот так. Посидим с вами. Вы с нами тоже посидите. Вот рядом вот вы сейчас сидите вот здесь. Всем привет. Вот. Всех мы любим, всех зрителей всех любим. Некоторые, конечно, там, ну, бывает, что не сходимся во мнениях, но это ничего не значит, что мы кого-то там будем блокировать или что. Нет, мы прислушиваемся, если совет нам как бы очень нравится, мы это
с удовольствием на вооружение возьмем. Многие под рецептами пишут, вот, например, прошлое видео, когда холодец делали, там, нет, не холодец, а запеканку картофельную, Маша. И там очень многие написали, например, как сами делают. Кто-то из отварного картофеля. Это же очень хорошо. И другие почитают, и тоже посмотрят. Можно вот так. Вот. Кстати, яйца, не показали мы. Я знаю очень хороший рецепт, как яйца чистить, чтобы они слезали. Когда яйца свежие, они очень, это самое, вместе с кожурой чистятся. Ну, плохо чистятся. Когда это свежие яйца именно. Вот я еще не снимал это видео, но очень быстро это все делается. Это яичко кладется в банку пол-литровую. Надо бы показать потом как-то это. Пол-литровую банку кладете, вот эти яйца, или там грамм 600 банку, чтобы крышкой можно закрыть было. И наливаете где-то яйцо, чтобы на треть покрылось водой, на треть. И трясете сильно вот эту банку с яйцом, с генеральской. И, короче, это все очень... Я не верил. Я как увидел, я это тоже в интернете увидел. Я не верил, что это будет чиститься. Но оказывается, так легко чистится потом. Вот проверьте и посмотрите. Вот. Такой совет. Ну что, там на помощь, я смотрю, да, малышка пришел. Рыжик малышка наш. Маша там. Я не знаю, на камеру попадает или нет. Он так голова торчит. Маша режет уже яйцо. Может быть, яйцо было... Есть такая щетка такая. Есть, да, но это я мелко буду. А она покрупнее, что ли, режет? Ну, короче, все, это яйцо. Яйцо пореза ножом режет нож. Есть такая, так-то щетка есть. Быстренько так шарп и готово. Без проблем. Ольска. Но Маше охота постучать. Вот, она говорит, я, говорит, лучше постучу так. Ну, малышка. Малышка спать хочет, так иди сюда. Лок, так. Лок, малыш. Лок. Он любит яйцо, и вот, наверное, это. Он прибежал на звук яйца, когда ты чистила скорлупы. Я думал, что он пришел, когда спал? Он, наверное, услышал вот этот звук и прибежал. Он яйцо обожает. Вот это вареное яйцо прям обожает. Все кошки, наверное, обожают. А? Все кошки, наверное, обожают. А Барсик вообще не любит. Не любит. Тишка любил сырое яйцо, а Бориска тоже не любил сырое яйцо. Этот, не знаю, не давали еще нам, не помню уже. Так, третий слой, друзья. Это яйца генеральские. Вот. За окном слышим, как лесовоз едет, кому-то везут дрова. Жу-жу-жу-жу. У нас ночь уже. Ну, как сказать, ночь. Ночь у нас наступает уже 3 часа вечер, значит, 5 часов, можно сказать, ночь. Там, наверное, одно яйцо вот и хватило. Да, это я с этим сидим вместе с малышком. Второе. Генерал-то у нас с одним яйцом получается, да? Да. Генерал с одним Генерал яйцом. с одним яйцом, ну ладно. Вот так. Ну, красиво смотрится вообще. Ну, так себе. Ну почему? Смотрится уже великолепно. Уже великолепно. Яркие краски, вот оранжевые, желтые, беленький такой цвет. Это все очень красочно же. Так, и сейчас потом пойдет свекла. О, свекла вообще Последний красочная. слой свекла. Это крайний слой, да? Да. Морковка у нас осталась, да. Ну, мы на двоих маленькую порцию сделали, потому что, чтобы быстренько съесть. Даже вот сегодня и съедим сейчас на ужин. Мне потому что понравилось. И действительно я кушать хочу. Но пока смотрю, как Маша готовит, я так сильно потом захочу кушать. Свекла тоже отварная. И
Тоже через терку, да? Да. Малыш, иди ко мне, не спи там. Сидит и как бедный родственник там смотрит. Наполовину глаза Ну, закрыты. тоже вместе с нами. Да. Да, он спать хочет. Пусть все спокойно сидит. А то мяукает, мяукает. Свекла что-то не очень такая красная попалась. Ну и что? Как не красная, красная? Нет, там слишком бывает, ну, такая темная. Ярко-красная, да? Темная прямо. Сегодня вот бледноватая. Свекла Свекла. своя, Да, своя, но свекла своя. Чеснок свой, морковка своя. бледноватая попалась. Мясо, правда, покупное. Майонез тоже. Я говорю, Маша, сделай домашний майонез. Говорит, нет, по-быстрому. По-быстрому магазина. с магазинским сделаем. Ну хорошо, я не сопротивляюсь никогда. Пол свеклы хватило на такую порцию, да? Да. Потом на украшение можно. Сверху что-нибудь, как-нибудь. Мгм. Вот такой салатик. Простой салатик, но это в качестве бонуса, так сказать, нашего с вами общения. Может кому-то пригодится, и сделайте себе и тоже. Как уже говорил, новогодние праздники очень длинные. За 10 дней можно и такое сделать. И можно же импровизировать сюда тоже надо дать много, чтобы он там не нюхал, тут тоже там этот нюхач. Ну, это Интересно, разнообразие. ему интересно на твою ложку смотрит, так этот салат ты не будешь, малыш. Тебе вон яичко осталось от генерала одно. Да, это для него. Это для него, да. Будешь кушать. Когда еще тебе будет достанется яичко от генерала? Своих-то нету. Отрезали. Свои-то потерял, свой колокольчик. Вот теперь и все. Да. Вот такие моменты предновогодние часто тоже вспоминаются елки нашей молодости тоже. Когда интересный случай был. Когда мы стали Машей вместе жить, мы там в мамином доме, в родительском доме жили, там отдельная комната для нас. Отгородили, там жил старший брат в этой комнате. Потом жил средний брат. Потом жили сестра Нина и дядя Вань. Ну, это комната молодожен такой бы. Ну и мы там тоже поселились и там же стали жить. И, короче, я не знаю, может, Маша забыла, нет. Это первый Новый год, и я принес елку. Елка такая маленькая, пушистая, красивая. И она почему-то попалась такая, она, помнишь, она на нее даже дышать не смели. Муха, если там, наверное, муха, но там зимой да мухи не Это было. говорят, когда с болота, наверное, везут. Вот. И из этого получается, что елка быстро опадает. Она прямо скрюченная. Не, сначала не скручивалась. Она прямо со звуком иголку у нее падали так. Вот пройдешь от ветра твоего. Мне так неудобно. Типа, вот это муж, елку принес, не умеет даже елку принести толковой. Я не знаю, как она попалась-то такая елка. Голая. Не Напоследок смолистая. после уже она была. Потом она такая скручивающая, такие. И Люсия, главное, и не убираем ведь. Держали эту елку до старого Нового года. Я говорю, давай уберем, это уже мне стыдно. И так, кто гости приходят, уже от них стыдно. Но дождики, да что, немножко закрывали, конечно. Вот. А в этот год мы решили поставить маленькую елку, искусственную. Потому что, есть... Кошка, которая... Ну, причина есть, почему большую ель не поставили, потому что у нас молодой кот, рыжий,
И Караул. ладно бы там Маша, если бы она все время дома была, но я думаю, он будет по 10 раз на дню эту елку переворачивать, а когда я дома один, мало ли что там, все-таки там гирлянда, там она горит, да, что да. С малой елочки уже. Да. А маленькую елку, да, как-нибудь справимся. Уже там И- игрушки уже поукрал, уже все да, и сломал. уже и- маленькую елочку тоже уже хочет все время что-то делать. Так, у нас майонез пошел. Это уже верхний слой, по-моему, да? Крайний слой. Вот так. Побольше, может, положишь, нет? Ну, чтобы закрылась свеколочка, нет? Сверху, чтобы чисто А белый. уже? Белый снег, чтобы был. Вот. Скажи, куда ты лезешь со своими советами? Да. Все время лезет и лезет. Я, честно, вот, если б я на месте Маши, я, наверное, давно бы уже тюкнул. Ну, камеру выключил и тюкнул бы. Простой салатик такой. Вот так, я не знаю. Ну все, друзья, у нас салат готов. Ну, украсить мы, конечно, не мастаки такие, как специально украшивают, там очень красиво получается. Некоторые, конечно, умеют это все делать. Но, что хочу сказать. Звезда генеральская есть на салате? Есть. Лавры генеральские есть? Есть. Все? Значит, салат по праву называется генерал. Ну что, друзья, у нас салат на столе. Салат очень вкусный. Правда, не пробовали, но я знаю, что он вкусный, потому что до этого уже Маша не один раз угощала этим салатом. Просто спор в том, как будто разговаривать неудобно с вами и неприлично даже. Вот. Что хотим сказать. Прошел год. Вы нас весь этот год смотрели, за что мы очень признательны. Очень признательны за ваши просмотры, за то, что вы комментируете, болеете за нас. Когда мы болели, сколько было добрых пожеланий, чтобы мы быстрее выздоровели, то есть сопереживали за нас. Это очень тронуло нас, очень приятно даже такое. Вот. И хотим вот сказать спасибо за это. За то, что вы смотрите, комментируете, сопереживаете. То есть, как бы даже и не чужие мы стали с нашими зрителями. Вот. Знаем, вы про нас почти все знаете. Я некоторых по почерку даже если имя, наверное, сменится у человека, я по почерку, наверное, узнаю этот комментарий. Потому что уже до того я привык к нашим зрителям, кто как пишет. Вот. Кто может посоветовать, кто может поругать, кто может пожурить так слегка, по-доброму. Кто может что-то посоветовать. Вот. За это вам большое-большое спасибо. И надеюсь, в новом году вы тоже будете смотреть к нам, приходить на нашу кухню, приходить в нашу деревню, там, ну, виртуально, конечно. Вот. Ну, а мы поздравляем вас с этими бокалами сухого вина. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем много-много всего хорошего. Что вы вот желаете в душе, пускай у вас сбудутся вот эти мечты. Загадайте под елочку на Новый год желания, пускай они сбудутся. Пускай будет в вашем доме счастье. Пускай будете вы здоровы и здоровы ваши родные. Дети, друзья, родственники. Вот. И еще хороших людей вам вот по этой жизни, чтобы встречались хорошие друзья, чтобы всегда могли вас выручить в любой беде. Вот. Или прийти на помощь, или вы тоже, ну, чтобы друзья были у вас. Вот это тоже очень-очень важный момент. С наступающим вас, дорогие наши друзья. Желаю хорошо проводить, значит, Старый Новый год и также встретить Новый год со своими друзьями, родными. Это очень даже приятно, когда встречаете все вместе, все в одной семье. Так что желаю всем удачи и благополучия, конечно, чтобы
больше было радостных дней, и чтобы это новогоднее настроение у вас сохранилось на целый год. С наступающим! Дринь-дринь. Дринь-дринь. И вот такая музыка новогодняя у нас. Вот так. Все будет хорошо, друзья, пускай. И у нас, и у вас, и у всех. Всегда вам очень рады на нашем канале. Приходите в гости.